В Якутии подходит к завершению сезон функционирования зимников. Уже к концу этого месяца ожидается закрытие автозимника «Эндигир». Как известно, из-за проблем, возникших в навигации прошлого года, доставка большинства грузов в северные улусы была организована по дорогам жизни. Наш корреспондент Виталий Абрамов о том, насколько удалось достичь за это время главную задачу по доставке грузов на места, и о том, какая ведется работа по подготовке к навигации этого года. Доставка жизнеобеспечивающих ресурсов на Эндигирку после неудавшейся навигационной кампании стала для республики задачей номер один. В эти дни завершается перевозка грузов социального назначения, стройматериалов и топлива. Задача перед ними стояла практически невыполнимая, но они сделали и обеспечили проход техники, провоз грузов, то есть это действительно порадовало. На сегодня завоз топливно-энергетических ресурсов для Момского улуса выполнен на 101%. Всего завезено более 4000 тонн. В Абыйский улус также доставлен весь объем. Зимники заводятся, и предприниматели сейчас заводят, и автотопор сюда сейчас завозят. Мы сейчас делаем запасы продовольственных товаров наших отдаленных на снегах, потому что нигде у нас нет круглогодичного сообщения. Это только период зимний. Задачу по доставке жизнеобеспечивающих грузов выполнить без обустроенных автозимников было бы невозможно. Таким образом, общий объем перевозок по республике в зимний период 2013 и 2014 года выполнен на 90%. Осталось довести до пунктов назначения порядка 70 тысяч тонн. В МОМу доставлено порядка 8500 тонн горючего. В Аллахе для перевозки сырой нефти дополнительно передислоцирован автотранспорт с Момского улуса, а для нужд Верхояне и сел Сайды и Нижнеянск в Батагай продолжаются перевозки каменного угля. По шахте Джибарики-Хая на складах, в принципе, в достаточном количестве имеется объем подготовленного угля, который будет отгружен. Я думаю, что проблем с этим не будет. Этот вопрос у нас под контролем. А также по поставке сырой нефти, ну и Ирлях-нефть, там проблем тоже особых нет. Параллельно с наземным завозом республика активно готовится к предстоящей навигации. В этом году будут задействованы 748 единиц флота и перегрузочной техники. Что касается 47 судов, которые остались в местах случайных отстоев, то выморозочные работы из льда также близки к завершению. Выбраны специальные места, куда мы спрячемся. Если река откроется, где-то возможности будет спрятать составы в протоке, где не идет лед, все это будет спрятано. Все обозначено уже, как говорится. Здесь я повторюсь, что мертвяки все, так называемые, уже практически 100% закопаны. Так что мы полностью будем готовы. В связи с прогнозами раннего судоходства принимаются опережающие меры по обеспечению топливом первого тура навигации. Особое внимание обращаем предприятия судоходных компаний, чтобы до последнего не затягивать, именно сдачу сводов технической готовности. Вы сами знаете, что это подразумевает. Это работа со всеми надзорными органами, получение различных свидетельств, разрешений и так далее. В навигации 2014 года будет перевезено более 1,5 миллиона тонн различных грузов. Добавим, что, учитывая не совсем удачную навигационную кампанию прошлого года, к предстоящему завозу грузов в республике готовится основательно. Виталий Абрамов, Туяра Харитонова, Николай Необутов и Екатерина Соломова. Якутия. День за днем.